Здравствуйте, Аслан Георгиевич. Спасибо большое, что вы нашли время для абхазского телевидения. Сегодня мы находимся на госдаче, и погода располагает к откровенному интервью. Я очень надеюсь, что у нас сложится очень интересный и продуктивный разговор. Рената, добрый день. Хочу, наверное, начать все-таки, с вашего позволения, с последних событий. Стихия, которая нанесла урон не только Южно-федеральному округу Российской Федерации, но и нашей маленькой стране, оказалась достаточно такой глобальной в наших масштабах. Вы лично проводили инспекцию по очистке и восстановлению столичной инфраструктуры. Как вы оцениваете ущерб? На самом деле последствия стихии оказались масштабными. На сегодняшний день все еще идут подсчеты. К концу недели все районные комиссии представят уточненные цифры о том ущербе, который нанесла стихия экономики Республики Абхазия. Предварительно можно говорить о том, что это несколько десятков тысяч квадратных метров крыш, несколько десятков домовладений. Цифры мы уточним, как я говорил, позже. На сегодняшний день компетентными службами обеспечено автомобильное сообщение, расчищены все дороги. В большинстве населенных пунктов уже имеется электроснабжение, но работы продолжаются. Как только будут выведены окончательные цифры, мы в обязательном порядке изыщем финансовые средства для того, чтобы ликвидировать последствия этой стихии. Вчера я обратился за поддержкой в Российскую Федерацию. Надеюсь, эта поддержка с Российской Федерации тоже будет получена. Ни один человек, который пострадал в результате стихии, не останется без внимания государства. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы обеспечить восстановительные работы для всех, без исключения пострадавших. Не менее важная тема на сегодняшний день – это вакцинация. Как вы можете оценить ход вакцинации в республике? Вы планируете привиться? Ожидаются ли дополнительные дозы вакцин? В последнее время наблюдается рост заболеваемости, и мы об этом постоянно информируем наших граждан. Что касается вакцинации, этот процесс, на мой взгляд, необходим, он полезен. У нас этот процесс уже идет, об этом мы неоднократно информировали нашу общественность. С дополнительной заявкой мы обратились к руководству Российской Федерации, и россияне обещали нам оказать поддержку. 12 июля по этому поводу в Москве в Российском фонде прямых инвестиций состоится совещание. Наши заявки находятся в приоритетном положении, и я думаю, я рассчитываю на то, что в течение июля, до конца июля, начала августа мы получим еще одну партию вакцин. Эту работу необходимо продолжить. Необходимо соблюдать те ограничительные меры, о которых мы постоянно говорим. Необходимо, чтобы люди соблюдали масочный режим. Необходимо понять, что в борьбе с этой проблемой единым фронтом должны выступить и обычные граждане, и государство. Я постоянно занимаюсь проблематикой. Мы приобретаем необходимые лекарственные препараты. Министерство здравоохранения эту работу считает приоритетной. Министр здравоохранения постоянно бывает в больницах и постоянно занимается решением этой проблемы. Опять-таки необходимо достучаться до сердец наших граждан. Нельзя игнорировать требования, о которых говорят врачи. Эти требования необходимо соблюдать. Что касается моей личной вакцинации, я намерен сделать вакцину. Пока мне по ряду обстоятельств это делать нельзя. Как только врачи мне разрешат, я обязательно воспользуюсь этой возможностью.
Аслан Георгиевич, страна у нас маленькая, и сарафанное радио никто не отменял. Периодически из уст некоторых граждан можно услышать разговоры о якобы передаче в частные руки стратегически важных государственных объектов. В частности, о передаче Российской Федерации государственной дачи, расположенной в Лдза. Что в действительности происходит с данным объектом? Да, на самом деле идет переговорный процесс. Россияне несколько лет тому назад обратились к руководству Абхазии с просьбой передать здания и сооружения, которые находятся на территории государственной дачи в поселке Пицунда, в собственность Российской Федерации. Как они аргументируют свою просьбу? Здания и сооружения, которые находятся на территории этой дачи, в основном они были построены в 1959-60-х годах. Они пришли в ветхое состояние, и необходимо вложение очень существенных финансовых средств для осуществления капитального ремонта, в некоторых случаях реконструкции, обновления сетей. На самом деле, скажем так, объект крупный. В свое время, в 1995 году, вот у меня лежит здесь документ, соглашение, которое было подписано Кабинетом министров Республики Абхазия и Главным управлением охраны Российской Федерации. В этом документе сказано о том, что Кабинет министров Республики Абхазия представляет Главному управлению охраны Российской Федерации право безвозмездного пользования государственными дачами номер 8, 9 и 10 в Пицунде с территорией в существующих границах и иным недвижимым имуществом. Далее. Главное управление охраны Российской Федерации использует государственные объекты для отдыха высших должностных лиц Российской Федерации. Неоднократно на эту государственную дачу приезжал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Мне как-то тоже доводилось бывать там, на встрече. Это было 25 августа 2013 году. После этого он тоже туда приезжал. В ходе нашей последней встречи в ноябре прошлого года в Сочи в повестке дня стоял этот вопрос. Была обозначена эта тема президентом Российской Федерации. И я считаю правильным передать российской стороне здания и сооружения. Речь не идет о том, что мы им передаем в собственность землю. Земля в собственность не передается. Земля остается собственностью абхазского государства. В собственность мы намерены передать здания и сооружения. Для того, чтобы это осуществилось, недостаточно межправительственного соглашения. Свой вариант межправительственного соглашения мы направили в Российскую Федерацию. Мы ждем, когда из Российской Федерации придет их вариант. Я думаю, что у нас в этом плане разных точек зрения не будет, после чего документ будет направлен в Народное собрание, в парламент для ратификации. Моя точка зрения состоит в том, что мы поступим правильно, если эти сооружения и здания на этой территории передадим в собственность Российской Федерации. Что еще написано в этом договоре? Государственные объекты, предоставленные в пользование Главному управлению охраны Российской Федерации, относятся к категории особо режимных объектов, на территории которых запрещается нахождение посторонних лиц без согласия на то Главного управления охраны Российской Федерации. Эта территория находится в пользовании Федеральной службы охраны России. Это режимная территория. Допуск туда лиц ограничен. Безвозмездное пользование на протяжении многих лет. В этом режиме объект работает. И с нашей стороны будет неправильно, если мы не отреагируем на просьбу наших друзей, потому что их просьба, она, с моей точки зрения, достаточно аргументирована. Поэтому, если речь идет об этом объекте, то ситуация вот такая, как я вас проинформировал. Я хотел бы добавить перечень того имущества, которое мы планируем туда передать, чтобы люди имели представление о масштабах необходимых инвестиций, что речь идет о серьезных деньгах. Поэтому Российская Федерация просит об этом. Это служебный дом дачи номер 8, служебный дом дачи номер 9, служебный дом дачи номер 10.
пляжный домик, гараж, здание лодочное, проходная, оранжерея, прачечная, жилой 16-этажный квартирный дом, финский домик при даче номер 8, около 58 объектов. Это может быть, вы там потом посмотрите более детально, документы я вам передам. Это требует многомиллиардных вложений. И для нас, для меня лично, я считаю правильным, если у руководства Абхазии, у действующего руководства, в будущем руководства Абхазии будет возможность принимать президента Российской Федерации у себя на территории. Кроме плюсов, я в этом ни одного минуса не вижу. В продолжении этой темы все-таки хочу уточнить. Недавно в парламентском комитете обсуждался вопрос ограждения в Гагринском пляже. Не могли бы вы прояснить ситуацию, о чем именно идет речь? Это речь идет о Ткачевской даче? Да, в комитете парламента обсуждался вопрос, связанный с тем, что дача, так называемая дача Ткачева, территория этой дачи ограждена, в том числе пляжная зона. Я вот хотел бы в связи с этим вам рассказать следующее. Вот у меня на руках документ, он называется таким образом: «Закон Республики Абхазия о передаче имущества государственного предприятия «Государственная дача Гагра» в собственность администрации Краснодарского края. Государственному комитету Республика Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации осуществить продажу имущества государственного предприятия «Государственная дача Гагра» администрации Краснодарского края по цене 25 миллионов рублей. Город Сухум, 17 марта 2003 года. Президент Республики Абхазия Владислав Ардзенбах». Эта государственная дача была продана администрации Краснодарского края. При этом на момент продажи она относилась к категории особо режимных объектов, так же как и Пицунская государственная дача. На этой даче до того, как она была продана, отдыхали члены Политбюро и высшие руководители советского государства. Поэтому, я так понимаю, люди, которые приобретали, рассчитывали на то, что режим этой дачи, охраняемый режим, сохранится. Там было старое ограждение. Они осуществили ремонт старого ограждения. Забор не стал выше, территорию никто не нарушил. Все сделано в соответствии с современными требованиями. Если ранее там было деревянное ограждение, в некоторых местах появилось кирпичное ограждение. Все это очень красиво, и все это было сделано очень давно, в 2008, 2005, 2003 годах. Сейчас почему-то этот вопрос начали поднимать в парламенте. Я вот готов таким образом объяснить, что там произошло. Далее поднимался вопрос, связанный с тем, что там идут работы по удлинению пирса, и якобы это наносит ущерб морской экологии. На самом деле такого рода утверждения правде не соответствуют, это не так. Есть официальное заключение главного эколога, господина Читанава, который выезжал на место и осмотрел те работы, которые там происходят. И он говорит о том, что этой экологии ущерб не наносит. Там временно, сооружена временная конструкция. Как только работы по удлинению пирса будут закончены, пирс будет на сваях, эта конструкция будет демонтирована, и наносу морских грунтов ничего мешать не будет. Это придуманная история, она не соответствует действительности. При этом хотел бы обратить ваше внимание, я, по-моему, подробно объяснил, о чем идет речь. Это тоже была государственная дача, режимный объект, и этот статус сохранился, статус в плане соблюдения режима. Там до сих пор отдыхают гости, министры Российской Федерации, вице-премьеры и так далее. А вот я хочу вам привести несколько примеров, когда на территории Абхазии, в частности в городе Гудаута, загорожены пляжи частными лицами,
частными лицами территории, которые не имели никогда статуса охраняемых территорий. Вот, например, фотография. Вот такая вот стена возведена в городе Гудаута. Это частное домовладение. Вот что на самом деле происходит. Что касается вопросов, связанных с дачей Ткачева, почему вдруг об этом стали много говорить? Да потому что в последнее время группа компаний, которой руководит господин Ткачев, планирует вложить в экономику Абхазии существенные деньги. Группа Ткачева, мы рассчитываем на то, что эти проекты будут реализованы. Они намерены существенным образом работать в Абхазии, работать масштабно. Речь идет о многомиллиардных инвестициях. И некоторым товарищам это не нравится. Вот такая форма саботажа. Хотел бы обратить ваше внимание и внимание наших телезрителей. Я вынужден на эту тему говорить много и подробно. Таких примеров, когда объекты были переданы в собственность, курортные объекты, многим бизнесменам, уроженцам Абхазии, иностранным бизнесменам и так далее. Таких примеров очень много. Много примеров, когда наши объекты находятся в аренде. Но единичные примеры такого масштабного меценатства, как со стороны Ткачева. Если кто-то не помнит, я хотел бы проинформировать о том, что господин Ткачев за личные деньги построил школу в Гагре и потратил на это 468 миллионов рублей. Это одна из лучших школ на Кавказе, не только в Абхазии. Таких примеров единицы, таких масштабного такого примера вообще нет в Абхазии. Поэтому разговоры вокруг этой дачи, во-первых, они неуместны, во-вторых, они вредны, в-третьих, я это рассматриваю как такую форму саботажа. Мы будем соответствующим образом действовать, мы будем помогать инвесторам, мы будем выстраивать с ними правильные отношения. Вот коротко о государственной даче, которая имеет отношение к господину Ткачеву. Все-таки, а что будет предпринято в сторону частников, которые позволяют себе, можно сказать, захватить территорию? Будут предприняты какие-то меры? Да, вот те товарищи, которые инициировали вопрос обсуждения ограды дачи Ткачева, я эти материалы им перешлю, я хотел бы знать их точку зрения. Что они по этому поводу думают? Вот что они по поводу этого забора думают, который построен в Гудауте. Оставить его надо или демонтировать? Эти люди, которые инициировали вопрос в парламенте, они же известны. Пока мне неизвестна их точка зрения по этому вопросу. Это интересует не только меня, и нашу общественность тоже. Посмотрим, что они скажут по этому поводу на этом комитете. В конце прошлого месяца, а именно 28 июня 2021 года, Черноморэнерго вело график ночных отключений электроэнергии. С чем это связано? Что вынуждает прибегнуть к таким непопулярным мерам? Рената, сейчас мы с вами переходим к вопросу, к очень непростому, очень сложному вопросу. Я бы хотел, чтобы мы разговор построили следующим образом. Есть проблемы в энергетике, этим проблемам много лет, они носят накопительный характер. И сегодня в рамках нашего разговора я хотел бы обсудить эти проблемы. И в меньшей степени я хотел бы говорить о том, кого мы назначим виноватым в этом вопросе. Вот на эту тему я не хотел бы очень говорить, потому что значительная часть разговоров, связанных с проблемой энергетики, сводится к тому, чтобы найти виноватого, объявить виноватого, если даже он к этому отношения не имеет. Поэтому сейчас, если вы не возражаете, в таком ключе мы проблему начнем обсуждать. Да, ограничения введены, они обусловлены тем, что в этом году мы должны получить определенный объем электроэнергии из Ингуру-ГЭС. При том уровне потребления, который существует на сегодняшний день, этого объема электроэнергии нам может не хватить до конца года. Поэтому мы решили, правительство решило, что необходимо ввести ограничение ночью на 2 часа. Это как бы плавающий график. Конечно, это в какой-то степени не может, а вызывает неудобства у наших граждан.
но это носит объективный характер. Мы не хотели бы оказаться в ситуации, когда осенью, в ноябре, в декабре нам придется обращаться к Российской Федерации за перетоком электроэнергии. А нам придется обращаться за перетоком. А это это нежелательно. Это нежелательно. Поэтому мы ввели этот график отключения. Почему так случилось? Почему в энергетике мы дошли до того, что возникла такая проблема? Возникла необходимость принятия такого рода решения. Здесь очень много причин. Отдельные политики нашей страны утверждают, что резкий скачок потребления электроэнергии в 2020 году связан с принятием правительством Республики Абхазия неверных и непрофессиональных решений в части так называемой легализации деятельности по майнингу криптовалют. Как вы можете прокомментировать такие заявления? Недавно на брифинге, организованном бывшим министром экономики, бывшим вице-президентом и бывшим руководителем Гагарской РЭС, было озвучено, что Абхазия погрязла в долгах за электроэнергию перед Российской Федерацией. В какой период образовалась эта задолженность и какую сумму она составляет с учетом того, что с января по май 2021 года не функционировала Ингурская гидроэлектростанция? Резкий скачок потребления электроэнергии в нашей стране связан в том числе, безусловно, с незаконной добычей криптовалюты. Давайте мы обратимся к цифрам и фактам. Когда этот резкий скачок произошел? Это очень важно для того, чтобы нам быть объективными. Довожу до вашего сведения и до сведения наших телезрителей. В 2018 году суммарное потребление в Абхазии составило 1 миллиард 919 миллионов киловатт-часов. В 2019 году 2 миллиарда 63 миллиона 346 миллион киловатт-часов. В 2020 году 2 миллиарда 503 миллиона киловатт-часов. По сравнению с 2018 годом, в 2019 году мы потребили на 144 миллиона киловатт-часов больше. По сравнению с 2019 году, в 2020 году мы потребили на 440 миллионов киловатт-часов больше электроэнергии. Почему так произошло? Давайте обратимся к конкретным цифрам, конкретным месяцам. Коль скоро некоторые товарищи это увязывают с принятием постановления, регулирующим деятельность по добыче криптовалют. Это постановление было принято в сентябре, 21 сентября 2020 года. Давайте посмотрим, какой объем электроэнергии был потреблен до сентября 2020 года. Это справедливая постановка вопроса? Правильно, Конечно. да? Я тоже так думаю. Так вот, таблица. Как я говорил ранее, в 2020 году мы в целом потребили 2 миллиарда 503 миллиона киловатт-часов. В 2019 году мы потребили 2 миллиарда 63 миллиона киловатт-часов. Так вот, из 440 миллионов рублей, потребленных в 2020 году, сверх того, что было в 2019 году, по июль месяц из 440 миллионов было потреблено 204 миллиона. Почему я говорю июль месяц? Почему точка отсчета июль месяц? Да потому что к июлю месяца было сформировано правительство. У меня было 3 месяца на формирование правительства. С 23 апреля, 23 мая, 23 июня и 23 июля. В конце июля был назначен генеральный директор Черноморэнерго. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что я предлагал Адгуру Ардзинба остаться на той позиции, которую он занимал, остаться министром экономики и первым вице-премьером. Но он это предложение не принял. Так вот, к тому времени, когда было сформировано правительство, из 440 миллионов киловатт-часов мы потребили 204 миллиона. За 2 месяца до того, как появилось постановление Кабинета министров, еще потребили 96 миллионов киловатт. Итого, к тому времени, когда вышло постановление, из 440 миллионов киловатт-часов было сверх норматива или сверх данных 2019 года потреблено 300 миллионов киловатт-часов. При таких цифрах можно говорить о том, что
причиной резкого увеличения потребления электроэнергии стало постановление Кабинета министров? Я считаю, что нет. Так говорить нельзя. Причина состоит в том, что деятельность по добыче криптовалюты была запрещена в декабре 2018 года. Есть соответствующее постановление, оно находится здесь у меня. Но для того, чтобы это постановление работало и приносило должные результаты, необходимо было тогда же принять постановление о запрете ввоза оборудования для добычи криптовалюты. Этого не произошло. Неконтролируемый ввоз оборудования осуществлялся на протяжении многих лет. Вот в сентябре, когда было принято постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют, тогда же было принято постановление о запрете на ввоз оборудования по добыче криптовалюты. Если бы в свое время такое постановление было принято, ситуация была бы другой. Теперь давайте посмотрим на следующее. Говорят о том, что, как это вы в вопросе сформулировали, значит, я настаиваю и хочу сказать и довести до нашей общественности, что картина не такая, как ее пытаются преподносить. К сегодняшним проблемным ситуациям нас привела цепочка решений. И не только решений действующего правительства, а в том числе правительства, которое работало до этого, правительства, которое возглавлял Бганба, правительство, которое возглавлял другие премьер-министры. И я об этом сказал. Необходимо было ввести запрет на ввоз оборудования. Этого не было сделано. Поэтому мы имеем эту картину сегодня. Что касается постановления о мерах по урегулированию деятельности по добыче криптовалюты. Там сказано о том, что вводятся ограничения на ввоз на территорию Республики Абхазия товаров, вычислительных машин, товарной позиции 8471 для осуществления деятельности по добыче криптовалюты. И сказано, в каких условиях эта деятельность может быть легализована, что для этого необходимо сделать. Хотел бы сказать нашим гражданам и вам, что только одно юридическое лицо получило лицензию на работу с техникой по добыче криптовалюты. Только одно лицо. К тому времени, когда эта лицензия была выдана, уже вступили ограничительные меры. Надо документ читать до конца. Тут написаны условия, при которых это было возможно сделать. Мы столкнулись с ситуацией, когда огромное количество машинок уже было на территории Абхазии, и они работали нелегально. Это было связано с деятельностью большого количества наших граждан. На самом деле все это легло тяжким бременем на энергосистему, с одной стороны. С другой стороны, наши граждане потратили колоссальную сумму денег для приобретения этого оборудования. И они завозили это оборудование. Завоз был не запрещен, поэтому деятельность была вроде бы как запрещена, ввоз не был запрещен, и произошла вот такая вот путаница, последствия которой мы до сих пор пожинаем. Вот что на самом деле произошло. Следует ли из этого, что мы должны остановиться? Ну, конечно же, нет. Мы инициировали принятие ряда законопроектов, ряда законов, инициировали ужесточение мер. Вот вчера и сегодня служба государственной безопасности в Восточной Абхазии проводятся мероприятия по пресечению незаконной деятельности по добыче криптовалюты. И они достигли существенных результатов. Несколько тысяч машинок изъято вчера и сегодня. Завтра или послезавтра, не позднее пятницы, будет подробный репортаж об этом. Люди все увидят, что там произошло, к этому кто причастен. И руководители, которые не доглядели, руководители, которые должны были пресечь эту деятельность, будут привлечены к серьезной ответственности. Этот материал на днях у вас появится. Что касается того, что Абхазия погрязла в долгах по энергетике, хотел бы проинформировать наших уважаемых граждан, как обстоят дела
в этом направлении. На самом деле в 2017, по итогам 2017 года, 2018 года, 2019 года общий объем перетока составил около 450 миллионов киловатт-часов. И мы вынуждены были заплатить около 1 миллиарда 200 миллионов рублей из денег, которые были предусмотрены в инвестпрограмме. Опять-таки, это переток, который был осуществлен в 2017, 2018, в 2019 годах. 1 200 примерно, 440 миллионов киловатт-часов мы получили. Что касается того перетока, который мы получили в 2020 году, осенью 2020 и весной, летом 2021 года, в свое время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным я попросил о том, что мы столкнемся с энергодефицитом, и нам нужно будет до 1 миллиарда киловатт-часов. Он обещал нам помочь. Вопрос, связанный с оплатой за поставку электроэнергии в части перетока за 2020-2021 год российской стороной не поднимался и не поднимается по сей день. Поэтому говорить о том, что мы находимся из-за этого в долговой яме, это не соответствует действительности. Мы за этот переток ни 1 рубля не заплатили. Была озвучена просьба. Нам российские друзья сказали, я им сказал о том, что у нас нет денег, нам нечем за это платить. Они мне сказали буквально следующее: мы вас, братский народ Абхазии, в беде и без света не оставим. Вот что было сказано. И в рамках вот этих слов, этих договоренностей был осуществлен переток. И ни 1 рубль за этот переток мы не заплатили. Текущий статус вопроса такой. Вот такая вот картина. Проблемы, которые накопились в энергетике, они у нас тянутся несколько десятилетий. В 2016-2017 году эти вопросы поднимались, актуализировались бывшим руководством Черноморэнерго. Была подключена известная компания, был подписан контракт на $1 миллион. В рамках реализации этого контракта были проведены очень серьезные работы по изучению состояния энергетики, в том числе энергетика связана с магистральными сетями, распределительные сети, трансформаторы, подстанции, все, что имеет отношение к энергетике. Все это было оценено в колоссальную сумму денег, около 20 миллиардов рублей. За эту работу компании, которая проводила технический аудит состояния энергетики, был заплачен в 2017 году $1 миллион. Была разработана программа, которая называется «Схемы и планы перспективного развития энергетики». В соответствии с этой схемой с 2017 года по 2026 год необходимо было привлечь в энергетику около 20 миллиардов рублей. На самом деле с 2017 по 2020 год удалось привлечь всего 800 миллионов рублей, в том числе ни одного частного рубля, ни один частный инвестор в энергетику ни рубля не вложил. Я имею в виду в энергетику, которая имеет отношение к единому оператору, за исключением случая, когда Сухумгэс был взят в аренду. Поэтому представьте себе такую картину. За 9 лет необходимо было вложить 20 миллиардов для того, чтобы энергетика работала в бесперебойном режиме, чтобы она обеспечивала растущие потребности экономики, чтобы были обеспечены, да, энергетические. 20 миллиардов надо было вложить. За 4 года мы вложили 800 миллионов. Сколько лет нам такими темпами необходимо будет вкладывать в энергетику, чтобы дойти до правильного результата? Не был решен вопрос с экономически обоснованным тарифом. У нас тариф не повышался более 10 лет. Наш тариф сегодня 40 копеек. Собираемость очень низкая была и остается по сей день. Даже 40 копеек мы не в состоянии были собрать. Это что, новость? Эта картина сложилась за последний год? Или эта картина была характерна за последние 25 лет? Надо обратиться к цифрам, и будет видно, что эта картина характерна за последние 25 лет. Так оно и было, так оно и есть. Поэтому сегодня мы предпринимаем необходимые максимум усилия. Есть разные точки зрения.
Вот сегодня подготовлена дорожная карта, в соответствии с которой этапами необходимо решить все эти проблемы. И установку приборов учета потребления электроэнергии, обычные счетчики, они у нас не установлены. Они стоят серьезных денег, их необходимо приобрести, поставить. У населения таких денег может не быть. Это бремя расходов должно государство взять на себя. Где мы, из каких денег мы сможем эту программу реализовать? Только в рамках поддержки Российской Федерации. Поэтапное повышение тарифа. Оставляем социальный тариф, а потом, значит, смотрим по потреблению и так далее. Борьба с незаконной добычей криптовалют. Я об этом говорил и говорю. Эта борьба будет продолжена. Я сейчас, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим гражданам, к тем, кто заработал деньги на этом. Надо остановиться. Мы попробуем вам помочь в этом. Мы ведем переговоры с российской стороной для того, чтобы обеспечить вашу деятельность по отдельным каналам, сделать определенные места, куда будет поступать электроэнергия напрямую из России, и вы будете оплачивать российский тариф. Я просил бы вас демонтировать то, что у вас лежит, чтобы не случилось то, что случилось вчера и сегодня в Творчеле ночью. В любом случае, рано или поздно до всех доберется государство, крупных майнеров, и все это будет изъято. Если кто-то думает, что мы остановимся, то он глубоко заблуждается. Мы только начинаем набирать обороты. Я, пользуясь случаем, прошу наших граждан говорить о фактах, которые вам известны. Я намерен провести совещание во всех районах в присутствии глав сел, которые будут отчитываться о проделанной работе. Лично им будет вменено обязанность по сбору денежных средств за потребленную электроэнергию. Не будут справляться, будут уволены с работы. И это не пустые слова, это действия, которые мы предпримем. Сколько бы веревочка ни вилась, какое-то количество дней можно пытаться обманывать государство. Но всегда и постоянно не получится. Надо помнить простую истину. Не надо идти на конфронтацию с государством. Я обращаюсь к тем, кто занимается незаконной добычей криптовалюты. Не надо идти на конфронтацию с государством. Мы пытаемся решить вашу проблему, в том числе на выгодных и для вас, и для нас условиях. Не надо обворовывать и обирать своих граждан. Этого делать не надо. Надо запомнить одну простую истину. Если вы пойдете на конфронтацию с государством, помните о том, что у государства на один патрон всегда будет больше, чем у вас. Я вынужден это вам говорить. Поэтому давайте жить дружно. Все, что есть, демонтируйте по-хорошему. У нас есть склады созданы, провезете туда. Как только мы решим вопрос с созданием площадок, куда мы сможем обеспечить доставку электроэнергии российской, обеспечить счетчиками, получить, легализовать этот вид деятельности, тогда мы этим займемся. До этого демонтировать пока не поздно. Все-таки я хочу вернуться к теме задолженности. Говоря о задолженностях за электроэнергию, возникает еще один вопрос, связанный с деятельностью криптофермы на Бзыбском заводе железобетонных конструкций. Бытует мнение, что задолженность составляет порядка 32 миллионов рублей. Как такое вообще могло произойти? Дело не в том, что бытует мнение. Дело в том, что такая задолженность на самом деле образовалась. Бзыбский завод, вот у меня на руках письмо, которое адресовано генеральному директору Апсынар Гыларат Кебучава, ТЭ, автор Аслан Георгиевич Басария, генеральный директор Черноморэнерго. На ваше исходящее сообщение номер 463 от 26 декабря 2018 года даем разъяснение по поводу выписанного счета вашему структурному подразделению ЗЖБИ-1 на сумму 32 миллиона 142 тысячи рублей. Объект ЗЖБИ было потреблено 37 миллионов 815 тысяч киловатт электроэнергии, что составляет 32 миллиона 0,85 копеек за 1 киловатт-часов. Также необходимо отметить, что потребление электроэнергии на объекте увеличилось в связи с деятельностью по майнингу криптовалют, запрещенной постановлением Кабинета министров Республики Абхазия номер 218 от 28 декабря 2018 года.
Басария пишет, да, там велась деятельность по незаконной добыче криптовалюты. Как известно, Черноморэнерго – подведомственная организация Министерства экономики. В начале разговора я сказал о том, что мы не будем акцентировать сегодня внимание на поиске виноватых. Это свидетельство того, как обстояли дела в 2018 году и в 2019 году. Вот эти 85 копеек до сих пор не заплачены. Люди занимались добычей криптовалюты, за свет не заплатили. И это история, которой 3 года. Она вот такая. Таких историй очень много. Из таких историй складываются долги по энергетике. Почему об этой истории мы говорим? Да потому что она более масштабная. 32 миллиона для одного предприятия, которое не работало. Это предприятие работало только в связи с тем, что там была установлена криптоферма. В тот период, на самом деле, генеральным директором этого предприятия был Басария, не предприятие, а Черноморэнерго был Басария. Директором Гагарского РЭСа был господин Гулия. Хотя РЭС по установившимся правилам к сбору этих денежных средств вроде бы как отношения не имеет, потому что там отдельный фидер, отдельная поставка, такие крупные поставщики, потребители, напрямую поставки идут из Черноморэнерго. Но если сегодня на днях уважаемые коллеги выражают озабоченность состоянием дел в энергетике, говорит о том, что там происходит, не имея отношения к энергетике, будучи общественными деятелями, они выражают свою тревогу, так тогда тоже надо было выразить свою тревогу, будучи работниками этой системы. И более ярко, наверное, это было бы уместно. Я так думаю, мне так кажется. Если мы хотим решить проблему, если мы решаем проблемы, связанные с энергетикой, то подход должен быть такой. Если мы ищем поводы для того, чтобы настроить наших граждан против власти, тогда другая картина. Если мы занимаемся поиском этих поводов, тогда логика действий этих товарищей мне понятна. Надеюсь, они все-таки настроены по-другому, помочь в решении существующих проблем, помочь в решении тех проблем, которые в свое время были им вверены, проблемы, которые находились в рамках их компетенции. Не удалось же это сделать? Не удалось это сделать, в том числе по объективным причинам, наверное. Не удалось это сделать. Проблемы усугубились. Почему я вынужден говорить на эту тему? Да потому что нас все время тянут в прошлое. Вот вдруг проблемы возникли в энергетике, которых якобы никогда не было. Вдруг действующий состав правительства в результате принятых ошибочных решений все развалил. Да нет, дорогие друзья, все и так было в очень сложной картине. Вот такого системного подхода, как сейчас идет работа, я не припомню таких случаев. Мы обязательно все эти истории, все эти проблемы решим. На это нужно время. А почему мы говорим несколько лет? Да потому что проблемы отрасли, они сложные. Вообще в экономике принято таким образом, для того, чтобы экономические процессы, их тенденции, глубину, правильность принятых решений или неправильность принятых решений, чтобы оценить, нужно время. Как правило, для того, чтобы это нужно около 5 лет. Это я не связываю с политическим циклом выборным. Так оно и есть. Вот они же в свое время проплатили программу, схемы и планы перспективного развития Сипры. Там программа в 2 этапа. С 17 по 26 год на 10 лет, 2 этапа по 5 лет. И сейчас мы проводим анализ, а что было за последние 5 лет. А за последние 5 лет проблемы в энергетике накапливались. Руководители того периода проблемы решить не смогли. Если мы столкнемся с тем же самым, если мы не найдем решение этих проблем, в ближайший год-полтора это будет видно. Но я думаю, что мы на правильном пути. Есть, наверное, какие-то потери времени какого-то, есть, наверное, решения, которые требовали большей остроты, но это приходит со временем. В 2018 году деятельность по добыче криптовалюты была запрещена. Где кадры, где факты, которые свидетельствуют о том, что фермы были
демонтированы, что-то изымалось. Были такие примеры? Я про такие примеры не знаю. Сейчас такая работа идет. Да, конечно, в среде энергетиков, в среде правоохранительных органов, в чиновничьей среде есть нечистоплотные люди. Они эту работу саботируют. Но я сказал выше и сейчас говорю, что мы останавливаться не будем. Поэтому проблема платежей в энергетике может быть решена поэтапно. Для этого необходимо принятие административных мер в рамках существующего законодательства, и мы это делаем, и вы это увидите в ближайшее время. Необходимо обеспечить население, юридические лица приборами учета потребления электроэнергии. Необходимо сделать так, чтобы мы внедрили экономически обоснованный тариф наряду с социальным тарифом. По-другому энергетика работать не может, потому что это экономическая отрасль. Она не подчиняется приказам руководителей, она живет по законам экономики. Должна быть определенная норма рентабельности. У нас, когда мы просчитываем экономически обоснованный тариф, это за генерацию, мы пока ничего не платим. Мы не платим. Но есть другие составные части, из которых складывается этот тариф. И это никак не 40 копеек. Вот средняя заработная плата в Краснодарском крае около 30 тысяч рублей. Средняя заработная плата у нас 11 тысяч рублей. При этом в Краснодарском крае тариф около 4 рублей, а у нас 40 копеек. Если уравнять эти вещи, то у нас тариф должен был бы быть 1 рубль 40 копеек примерно. Для того, чтобы уравнять потребителя обычного краснодарского с потребителем обычным, проживающим на территории Абхазии. Это экономические категории, тут нет никакой политики, и с этим надо будет смириться. Это энергоноситель, это энергия, так же, как за топливо надо платить. Заплатил, заправился. Так же, как надо платить за воду, так же, как надо платить за сотовый телефон. Потом эти меры приведут к экономии электроэнергии, правильные меры, правильные инвестиции. Они обязательно приведут к экономии. Сейчас мы не обращаем на это внимания, потому что она у нас бесплатная электроэнергия. Как только будет счетчик, как только все это будет капать, это поменяет сознание наших людей. Мы были бы рады дать возможность пользоваться электроэнергией всем гражданам Абхазии бесплатно. Нет такой возможности. Если не пойти по тому пути, который обозначено в дорожной карте, у нас будут еще большие проблемы. Поэтому мы говорим нашим гражданам, говорим нашему населению о том, что мы намереваемся сделать, о том, что какие шаги мы предпримем. Да, они будут носить болезненный характер, но альтернативы этим шагам нет. Я, пользуясь случаем, хотел бы, обращаясь к нашим гражданам, чтобы они проявили в этом вопросе терпение и понимание. Мы коснулись тарифов. Понятное дело, что наши тарифы и тарифы во всем мире, они никак не пересекаются. Я много на тему энергетики общалась со специалистами. С какими, если не секрет? Местными нашими в плане плюсов и минусов именно тарификации. В один голос они говорят, что если даже у нас будет 100% собираемость, то мы не сможем содержать, с такими тарифами я имею в виду, Конечно, конечно. то мы не сможем содержать такие важные стратегические объекты. В связи с этим все-таки хочу напрямую, имея такую возможность, спросить у вас, планируется ли повышение тарифов на электроэнергию? Значит, подготовлен документ, план мероприятий, дорожная карта по оптимизации энергообеспечения Республики Абхазия. Документ находится на стадии подписания. Из каких частей он состоит? Первое. Доведение тарифов в Республике Абхазия до экономически обоснованного уровня. Это то, о чем вы говорите. Алгоритм расчета экономически обоснованного тарифа, включающего в структуре затрат ежегодные расходы на оплату электрической энергии, поставляемой из Российской Федерации, расходы на эксплуатацию объектов электросетевой инфраструктуры, расходы на установку приборов коммерческого учета электрической энергии. Все это произойдет у нас поэтапное увеличение тарифов в течение 5 лет. Иначе система работать не будет. Да, в течение 5 лет произойдет увеличение тарифов.
Аслан Георгиевич, вы вот выше несколько раз отмечали, что не нужно искать виноватых, не нужно кого-то в чем-то обвинять, но, надеюсь, вы мне сейчас простите такую вольность. В силу своей профессии я не могу обойти следующий вопрос. Бывшие министры, которые были ответственны в том числе за энергетическую отрасль, а также некоторые действующие депутаты, позволяют себе обвинять министров и руководство страны в умышленном доведении энергетической отрасли до критического состояния, чуть ли не доведя до диверсии, легализовав майнинг, якобы с целью дальнейшей продажи энергосистемы российским компаниям. Имеют ли под собой основания такие заявления и есть ли у российских компаний намерение о покупке абхазской энергетики? Категорически я с этим не согласен. Если мы говорим о незаконной добыче криптовалюты или вообще о добыче криптовалюты, то эта тема впервые публично озвучивалась в Абхазии бывшим министром экономики Республики Абхазия. Я абсолютно убежден в том, что он руководствовался благими намерениями. Я думаю, что он считал, если мы сумеем создать свою криптовалюту, национальную криптовалюту, это позволит нам более успешно привлекать в нашу экономику инвестиции. В силу разных обстоятельств этот проект не состоялся. При этом в памяти людей, в сознании людей это отлеглось как возможность занятия такого рода бизнесом в Абхазии. Фактически родоначальником, или можно говорить у истоков организации или создания этого бизнеса стоит министр экономики. Значит ли это, что он хотел совершить диверсию против экономики Абхазии или против абхазского государства? Конечно же нет. Вот увязывать вот эти вещи и подавать их в таком виде так же некорректно, как попытка увязать создание абхазской криптовалюты с намерением бывшего министра совершить диверсию в Абхазии. Моя мысль вам понятна? Мы говорим о том, что в энергетику необходимо привлечь инвестиции. Я никогда не говорил о том, что абхазская энергетика должна быть продана кому-то. Привлечь инвестиции, пользоваться механизмами государственного и частного партнерства, создать дополнительные условия по защите привлеченных инвестиций, по их возвратности. Это темы, над которыми мы должны работать. Об этом идет речь. Ни о чем другом речь идти не может. Некоторые товарищи думают, что в нашем вопросе, связанном с обеспечением энергетической безопасности, мы должны еще более тесно взаимодействовать с международными организациями и с руководством Грузии. Вы знаете, если бы это было возможно по такому пути пойти, можно было бы попробовать. Думаю, что это невозможно, потому что вокруг нас всегда возникают проблемы. Они носят исключительно политический характер. Носителями этих проблем являются прежде всего Соединенные Штаты Америки. И неизвестно, как себя поведут грузины, степень самостоятельности которых очень низка, если им скажут действовать так или иначе. Поэтому увязывать нашу энергетическую безопасность мы прежде всего и главным образом можем только с возможностями нашей экономики и нашего стратегического партнера Российской Федерации. Если мы говорим об инвестициях, они прежде всего должны быть российскими. Если мы говорим о совместных проектах, они прежде всего должны быть вместе с российскими бизнесменами. Об этом идет речь. Ни больше, ни меньше. Очень многое будет, значит, детали. Детали будем проговаривать. Конечно же, мы будем пытаться обеспечить прежде всего свой экономический интерес. Прежде всего сделать так, чтобы это было выгодно абхазской стороне. Но не бывает совместных решений, если это не выгодно сторонам. Поэтому определенные компромиссы, разумные компромиссы, оправданные компромиссы, они будут. А альтернативы взаимодействию с Российской Федерацией в плане восстановления абхазской энергетики нет и быть не может. Аслан Георгиевич, с момента вашего вступления в должность главы государства были уволены высокопоставленные лица, в том числе ваши помощники и советники. С чем все-таки были связаны такие решения?
Таких решений было несколько, и они не похожи. Или причины, приведшие к этим решениям, они абсолютно разные. Я не хочу сейчас называть имена и фамилии, я не хочу возвращаться к старому. По-моему, общественность достаточно хорошо проинформирована, по каким причинам некоторых помощников не стало. Кто-то ушел по собственному желанию, кто-то был вынужден уйти за деятельность, которая несовместима со статусом помощника президента. Некоторые министры ушли по собственному желанию, потому что, видите ли, они не согласны с тем, что наши компетентные органы работают, не согласны с тем, что наши компетентные органы приглашали их для беседы. Компетентные органы, надо отметить, выступали или действовали, не выступали, а действовали в строгом соответствии с нашим законодательством. Что касается одного из руководителей ведомств, ему было предложено занять должность министра. Он сказал, что он с этим не согласен. Ну, руководитель, который не согласен с мнением главы государства, наверное, не должен работать в команде главы государства. Поэтому была необходимость в принятии такого рода кадровых решений. Аслан Георгиевич, в каждом своем выступлении вы отмечаете о безопасности в целом в нашей стране, о внутренней безопасности. Какие преобразования планируется реализовать МВД и в правоохранительной системе в целом? Да, вопросы безопасности у нас на повестке дня занимают верхнюю строчку, потому как это очень важное направление работы. В Министерстве внутренних дел в течение текущего года будут осуществлены беспрецедентные преобразования, аналогов которых не было в послевоенное время. Хотел бы обратить ваше внимание и внимание наших телезрителей на следующее. С января этого года повышена заработная плата сотрудников Министерства внутренних дел более чем на 70%. Это первое. Второе. На очень высоком уровне, по сравнению с тем, что было, обеспечивается материально-техническое обеспечение. Решаются вопросы материально-технического обеспечения Министерства внутренних дел. Все это в рамках реализации большого межгосударственного договора между Абхазией и Россией. Около 50 единиц транспортных средств в этом году поступило в Министерство внутренних дел. Более чем на 20 миллионов рублей вещевое имущество, новая форменная одежда. На протяжении почти года действует рабочая группа по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов. В эту рабочую группу входят представители как Министерства внутренних дел, так и Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Службы государственной безопасности, судебного сообщества. Идет детальное изучение, глубокое изучение проблем, связанных с деятельностью правоохранителей. Как сделать так, чтобы облегчить работу правоохранителей? Как сделать так, чтобы понизить уровень преступности? Как сделать так, чтобы люди были спокойны, чтобы люди были уверены в том, что государство их защитит. Это очень сложная проблема. Она требует как материальных, так и организационных, идеологических, информационных и других ресурсов. Что мы намерены сделать в этом году? Сейчас уже подготовлено новое штатное расписание Министерства внутренних дел. В рамках этого штатного расписания предусмотрено создание нескольких новых управлений, ликвидация управлений, существование которых не оправдано. Необходимо в рамках этих преобразований создать единый информационный центр с тем, чтобы сотрудники милиции имели оперативный доступ к необходимой и нужной информации. Для этого необходимо более высокое техническое оснащение. Речь идет
о программном продукте, речь идет о средствах связи, речь идет о компьютерах. Это дорогое удовольствие, оно стоит около 40 миллионов рублей, но мы эти деньги в собственном бюджете изыщем. И самая большая работа связана с тем, что идет детальный анализ нашего УПК и УК. Предлагается внести изменения более чем в 40 статей Уголовного кодекса и УПК. Более 150 изменений. Все это будет направлено на усиление деятельности правоохранительных органов. Это вопрос не из простых, он масштабный, и мы тут не имеем права допустить ошибку. Многие помнят о том, что было заявлено, что состоялась и завершена реформа судейского сообщества. Я бы сказал в связи с этим, что реформа судейского сообщества была начата, определенные части этой реформы реализованы, но эту реформу необходимо продолжить, потому что то, что сделано, должного результата не принесло. Чтобы с такой картиной не столкнуться в МВД, мы действуем не спеша, руководствуясь принципом «не навредить». При этом четкая картина нам уже ясна, мы понимаем, сколько нам нужно денег дополнительно изыскать из бюджета, какие организационные меры мы должны принимать. Мы четко понимаем, какая должна быть штатная структура МВД, мы четко понимаем, какой должен быть уровень технической оснащенности, и мы четко понимаем, какой мы получим результат. Понимание этих вещей есть. Если наши дела в экономике пойдут так, как они идут сейчас, а об этом я расскажу чуть позже, то в будущем году с января мы будем иметь другую милицию, другое Министерство внутренних дел. Примерно по такому же пути пойдут и другие правоохранительные органы. И Служба государственной безопасности, Генеральная прокуратура. Серьезное изменение в подходах. Необходимо пересмотреть то, что произошло в рамках судебной реформы, те полномочия, которые были переданы из прокуратуры суду, какие из этих полномочий себя оправдали, какие из этих полномочий себя не оправдало, что необходимо вернуть Генеральной прокуратуре. Эта работа идет. Поймите меня правильно, не думаю, что такая работа проводилась в послевоенный период. Такая комплексная работа. Текущее, значит, руководство этой работы осуществляет секретарь Совета Безопасности. Поэтому мы в первую очередь в этом году, значит, завершим реформу, связанную с деятельностью Министерства внутренних дел. В 2022-2023 параллельно будем, в основном все этапы работ будут завершены в 2023 году, будем вносить изменения по деятельности других правоохранителей. Это дает результаты. Эти результаты, которые сегодня, это связано с повышением дисциплины, и пока все работает в рамках ручного управления. Пока еще система старая, она не дорабатывает, новая система не создана. Новая система будет создана в 2022 году. Мы по новым правилам начнем жить и работать, Министерство внутренних дел, с 2022 года. Тогда результатов будет еще лучше, чем сейчас. Сейчас вот эти результаты, некоторые тенденции, которые обозначились, это благодаря, скажем так, режиму ручного управления, благодаря повышению дисциплины, благодаря повышению заработной платы и того уровня материально-технического обеспечения, который мы смогли сделать для милиционеров на этом этапе. Дальше мы будем наращивать нашу работу, потому как это ключевой институт. В стране будет обеспечен правопорядок, у нас не будет никаких иных центров принятия решения. Я в свое время обещал, что в течение 2,5-3 лет деятельность правоохранительных органов будет другого уровня. И это обещание будет исполнено. Подтверждение тезиса о том, что в работе Министерства внутренних дел, коллектива Министерства внутренних дел обозначились положительные тенденции, приведу несколько цифр. Общественность помнит,
о том, что я обещал, что в течение 2,5 лет дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом должно быть на 50% меньше, наполовину меньше. Давайте обратимся к статистике, что происходит у нас по этому поводу. За первое полугодие 2021 года в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 12 человек. За аналогичный период 2020 года погибло 26 человек. Разница в погибших составила 14 человек. Это очень прискорбные цифры, но эти цифры свидетельствуют о том, что в подразделениях Министерства внутренних дел идет работа, идет напряженная работа. Человеческий фактор, он работает на износе. Необходимо техническое оснащение, дополнительное техническое оснащение, о чем я говорил. И тогда эти показатели будут еще лучше. 23 июня текущего года злоумышленник совершил поджог автомобиля экс-вице-президента Виталия Габни. После чего состоялся брифинг, на котором, можно сказать, жестко критиковали работу системы Министерства внутренних дел. Один из оппозиционеров вспомнил события 5 июля 2016 года. При этом он охарактеризовал их как унижение всей системы МВД. Хотелось бы услышать ваше мнение, согласны ли вы с такой позицией, и что, по-вашему, может поднять авторитет все-таки всей системы в целом? Рано утром Виталий Викторович мне написал сообщение о том, что его автомобиль подожгли. Я связался с министром внутренних дел, с начальником УВД, дал им распоряжение, чтобы они предприняли все необходимые усилия для установления причастных к этому преступлению лиц. В течение суток преступление было раскрыто, человек был задержан, он дает признательные показания, вернее, дал признательные показания, в настоящее время находится в следственном изоляторе МВД и ждет судебного решения. Конечно, это неприятный инцидент, он произошел, и вопреки утверждениям товарищей о том, что в Министерстве внутренних дел его нынешний состав, руководящий состав, вопреки утверждениям о том, что они плохо работают, вот даже на этом факте можно сказать, что ребята сработали оперативно. В Министерстве внутренних дел, в коллективе этого важного государственного института огромное количество проблем. И я о них чуть ранее говорил. Я говорил о том, какие мы усилия предпринимаем для того, чтобы эти проблемы были решены. И для того, чтобы Министерство внутренних дел качественно и добросовестно выполняло задачи по обеспечению безопасности, защите интересов граждан, общественных организаций и государства. Когда некоторые товарищи говорят о том, что Министерство внутренних дел было унижено, было оскорблено, я не совсем понимаю, о чем идет речь. Я бы вам привел некоторые цифры, что происходило в Министерстве внутренних дел в недавнем прошлом, в том числе в тот период, который они указывают, в июле 2016 года. Действовавший на тот период министр внутренних дел занимал эту должность уже повторно, по-моему, а может даже и третий раз, я уже не помню. Последний раз он эту должность занимал в течение 10 месяцев, и за 10 месяцев он поощрил наградным оружием несколько сот человек, в том числе несколько десятков лиц и одно лицо, которое в тот момент находилось в розыске за организацию теракта в отношении главы Абхазского государства. Вот такая была картина в тот период в Министерстве внутренних дел. И еще одна деталь, на которую хотел бы обратить внимание товарищей. За эти 10 месяцев министр внутренних дел умудрился поменять руководителей горрайорганов по всей Абхазии как минимум 3 раза за 10 месяцев, а в Гульрипском районе 6 раз. Вот это и есть оскорбление и унижение личного состава Министерства внутренних дел и развал Министерства внутренних дел. Вот эти примеры об этом свидетельствуют. Делалось это умышленно, делалось это по незнанию, это другой разговор. И проводить параллели с тем событием,
и говорит о том, что на этом фоне действующий состав, коллектив Министерства внутренних дел не дорабатывает, это неправильно. В тот день, когда они там сидели, в тот день преступление было раскрыто. Вице-президент Габня сталкивался с работой правоохранительных органов. Он эту работу должен знать хорошо. Он, наверное, помнит факт, когда в отношении него были предприняты противоправные действия гражданинам, обычным гражданинам, который ни одного дня не сидел в изоляторе. И тогда господин Габня дал характеристику правоохранительных органов. Пусть они это почитают. И во многом я с этой характеристикой согласен. И не только правоохранительных органов, в целом властных институтов. Я бы не хотел это цитировать. Мы же с вами сегодня собрались и говорим не для того, чтобы копаться в прошлом. Это же не конференция по истории, это разговор, с помощью которых мы хотим решить наши проблемы, сблизить позиции сторон, объяснить нашим гражданам. Но меня все-таки вынуждают назад возвращаться. Поэтому такие оценки, они неуместны. Ребят из органов внутренних дел нужно поддерживать. Кстати, я хотел бы сказать, что впервые в новейшей истории ежемесячно государство изыскивает средства и поощряет, помимо установленных бюджетных ассигнований, наиболее отличившихся сотрудников Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры, налоговой инспекции. Введена такая практика серьезного их поощрения. Эта практика будет усилена и продолжена. Поэтому попытка выставить в неприглядном виде, попытка ничем не обоснованная, она неуместна, на мой взгляд. Есть проблемы? Есть. Есть люди, которые злоупотребляют в системе правоохранительных органов? Конечно, есть. И такое есть, но мы от них будем избавляться и избавляемся. Надо видеть, что ребята стараются и работают. Это надо видеть, это надо ценить. У нас нет других сотрудников милиции. Не по рукам им надо бить, не по каждому поводу надо создавать эти митинги. А что, деятельность, связанная с разоблачением наших коррупционеров? Много таких фактов, когда лица были задержаны и пребывают в местах не столь отдаленных. Это было сделано когда? За последний год. 20 миллионов рублей. Абхазавтодор. Несколько десятков миллионов рублей, связанных с хищениями в Министерстве по репатриации. Человек находится в бегах. Сейчас дело возбуждено в отношении онкологического центра. А какое количество оружия было изъято за последний год? Аналогичная история была в мае 2012 года, когда я руководил службой государственной безопасности. Огромное количество оружия было изъято, схроны. И сейчас, в прошлом и в этом году, 2 миллиона 700 тысяч штук боеприпасов, схронов со специальным оружием. Кто эту работу провел? Сотрудники правоохранительных органов. Это не надо видеть, это не надо отмечать. Когда такая работа была ранее проведена? Приведите факты масштабного изъятия оружия. Мне про это ничего не известно. Относительно недавно общество потрясло событие, связанное с ДТП. В этом ДТП погибли 4 человека. Водителя, которого обвинили в ДТП, является сыном заместителя руководителя администрации президента. На сегодняшний день он находится на свободе. В обществе, опять мы ссылаемся на общество, говорят о том, что отец воспользовался положением и повлиял на решение суда. Как вы можете прокомментировать вот такое вот мнение нашего народа? Ну, прежде всего, я хотел бы выразить соболезнования семьям погибших, это первое. Второе, ко мне приходили родственники погибших после того, как было принято решение судом об изменении меры пресечения в отношении уже осужденного. Я им предложил следующее. Я ранее говорил о тех, на мой взгляд, проблемах, которые существуют в судейском сообществе. Хотел бы напомнить, что судьи избираются у нас на 10 лет.
Судьи у нас являются независимыми, судебная власть ветви не зависит от других ветвей власти. А на самом деле эта независимость имеет место быть. Для того, чтобы не углубляться, не говорить более предметно на эту тему, потому что у меня документов на руках нет, я предложил родственникам следующее. Если родственники не согласны с решением судьи, который поступил таким образом, у нас есть возможность, я готов их поддержать, если они обратятся в вышестоящий суд с жалобой. Более того, если в этом возникнет необходимость, мы готовы сформировать в рамках того органа, который проводил расследование, новую следственно-оперативную бригаду, которая установит все детали этого преступления и все, что после этого было сделано для того, чтобы судья принял такое решение. Пересмотреть на предмет подлинности справки врачей, дополнительную экспертизу назначить, есть ли необходимость в принятии такого рода решения. Есть ли у нас возможность для того, чтобы оказать операционное вмешательство в условиях Абхазии, я в этом вопросе готов работать предельно открыто, с тем, чтобы наша общественность знала истинное положение дел. Они приходили ко мне более 2 недель тому назад, родственники, сказали, что они подумают и, наверное, придут, подготовят жалобу. После этого никаких от них действий я не знаю, не слышал. Вот, скажем так, сейчас на их стороне они имеют право, и я готов им помочь в этом вопросе, в вопросе установления истины. Правильно решение судом было принято или нет. Ничего другого добавить к этому не могу. Никто не радуется этому обстоятельству. Это, конечно же, было связано дорожно-транспортное происшествие, это не то преступление, которое с умыслом совершается. Это как бы другая категория преступлений. Но при этом должна быть справедливость. И я за это. Мы готовы все это изучить по новой. И если были допущены ошибки со стороны судьи или злоупотребления, то это исправить. Продолжая нашу беседу, невозможно не затронуть сбор налогов. На данную должность совсем недавно был назначен Джансух Нанба. На сегодняшний день есть какие-то преобразования, может быть, они ожидаются? И все-таки какова статистика сбора налогов и налоговых платежей на сегодняшний день? Что касается Министерства по налогам и сборам, на самом деле недавно был назначен Джансух Эдуардович Нанба, высококвалифицированный специалист. Он занимается изучением состояния дел в министерстве. Перед ним поставлена задача к концу года подготовить предложения по оптимизации и повышению эффективности деятельности Министерства по налогам и сборам. И у нас есть возможность вместе с вами посмотреть, как у нас обстоят дела по налогам и сборам в целом по стране за первое полугодие. Вот хотел бы ваше внимание обратить на этот документ, копию документа я потом в последующем вам перешлю. Значит, за первое полугодие текущего года сведения о поступлении налогов и платежей в бюджет. Значит, план составлял 1 миллиард 55 миллионов рублей. Фактически на 30 июня 2021 года выполнение составило 1 миллиард 240 миллионов рублей. Или же план был превышен на 117%. Суммарная разница составила 184 миллиона рублей. Это мы сравниваем деятельность министерства за первое полугодие с аналогичным периодом 2020 года. 2020 год считается сложным, ковидным годом, поэтому в сравнении с 2020 годом положительные результаты, скажем так, они должны были быть. Давайте мы сравним, как обстояли дела в 2019 году. Так вот, по сравнению с 2019 годом, собираемость налогов по сравнению с 2019 годом за аналогичный период увеличилась
на 121% или на 216 миллионов рублей. Существенная разница. Разницу чувствуете? 216 миллионов рублей по сравнению с 2019 годом плюсом или 184 миллиона рублей плюсом по сравнению с 2020 годом. Это хороший результат. При плане за первое полугодие в 1,055 миллиард мы собрали, вернее, министерство 1,240 миллиарда на 184 миллиона больше, чем план, и больше, чем в 2020 году, и больше, чем в 2019 году. Существенное перевыполнение. Если такой темп собираемости налогов и сборов будет сохранен, это будет означать, я в этом уверен, что министр Нанба Джансух Эдуардович в полной мере соответствует требованиям, которые к нему предъявляет руководство страны как министр, и справляется с возложенными на него обязанностями. Так вот я думаю. Если с налогами мы разобрались, вполне даже я могла бы сказать, то что у нас все-таки происходит в таможенных органах? Есть ли тенденция к улучшению в этом направлении? Значит, да, в таможенных органах тоже происходят процессы, которые можно охарактеризовать как рост собираемости. Я это связываю с повышением уровня администрирования и с повышением дисциплины, с большим охватом субъектов экономической деятельности, внешнеэкономической деятельности. Все это имеет определенные результаты. Если вы мне позволите, я вам об этих результатах расскажу. В этом году при плане в 938 миллионов рублей собран 1 миллиард 182 миллиона рублей. То есть сверх плана 126 миллионов рублей или же 26% в процентах. Если сравнить с аналогичным периодом 2020 и 2019 годов, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года собрано на 404 миллиона рублей больше. Аналогичный период 2020 года собрано на 368 миллионов рублей больше. И на 126 миллионов рублей сверх плана, который был установлен в 2021 году. Такие результаты, финансовые результаты деятельности Государственного таможенного комитета. Я очень рассчитываю на то, что эта тенденция сохранится. Государственный таможенный комитет действует в тесном взаимодействии с Министерством по налогам и сборам и со службой государственной безопасности. Когда эти ведомства работают слаженно, обычно бывает хороший результат, что мы сегодня и имеем. 25 мая текущего года в Общественную палату поступило обращение от бывшего кандидата в президенты Абхазии, содержащее предложение об организации общественной комиссии для контроля за деятельностью Рицинского реликтового парка, Новоафонской пещеры и курорта Пицунда. В связи с этим напрашивается вопрос, может ли такая комиссия улучшить работу указанных объектов? Если да, то, может быть, надо было создать ее уже давно? Вы знаете, такой документ ко мне не поступал. Я об этом впервые услышал от вас. Я, в принципе, не против того, чтобы был прозрачный и эффективный общественный контроль. Повторите, пожалуйста, еще раз, на каких объектах планируется ввести, предлагается ввести этот контроль? Рицинский реликтовый парк, Новоафонская пещера и курорт Пицунда. Курорт Пицунда, понятно. Ну, если такое предложение поступит в адрес президента, мы его рассмотрим. У меня есть встречный вопрос к авторам этого предложения. Какой период надо будет проверить? За какой период? Если проверять, то можно было бы проверить несколько лет, с тем, чтобы у нас был сравнительный анализ того, что происходит сейчас, с тем, что происходило вчера или позавчера, там, последние 4-5 лет. Входит ли туда период, когда, например, на курорте Пицунда за интернет платили 15 миллионов, 17 миллионов. За 4 года заплатили за интернет 53 миллиона рублей. Этот период мы будем охватывать или нет? Давайте мы это тоже посмотрим, этот период тоже давайте мы изучим. Или период, когда курорт Пицунда и Рицинский национальный реликтовый заповедник выступал в качестве поручителя
в отношении гражданина, которому был выдан кредит. И этот кредит до сих пор не погашен. Не 100 тысяч рублей, не 200 тысяч рублей, а несколько десятков миллионов рублей. Вот с таким условием, если мы хотим иметь объективную картину, то, наверное, контроль можно было бы провести. Я это дело поддержу. Вот так, чтобы охватить определенный период. А если это делается для того, чтобы кого-то дискредитировать, я против таких историй. А если мы делаем глубокий анализ, то давайте посмотрим на эти вещи именно с того ракурса, о котором я вам говорю. Как-то вот так вот, мне кажется, правильно. Когда поручителем выступают государственные компании, несколько десятков миллионов рублей. Частное лицо получает кредит в коммерческом банке, не погашает этот кредит, и государство вынуждено погасить. С государства списали несколько десятков миллионов рублей. Такой факт имел место быть. Интересный же факт? Интересно. Давайте этот факт тоже изучим. Придадим его огласке. Как это произошло, почему? Почему кто-то может получить несколько десятков миллионов рублей, не погасить кредит, и за него погашает государственная компания. Аслан Георгиевич, за период вашего президентства вы уже энное количество раз встречались с компетентными чиновниками Российской Федерации по вопросу авиасообщения. Все-таки когда же полетят самолеты в сторону Абхазии? Есть ли какие-то определенные сроки, есть ли информация, с которой вы бы могли поделиться по этому вопросу? Значит, самолеты в Абхазию полетят не позднее 1 января 2024 года. За это время выработана дорожная карта. В рамках дорожной карты идет работа. Создана рабочая группа межведомственная в Российской Федерации. Создана рабочая группа в Абхазии. С определенной периодичностью они встречаются. Это масштабная работа. Она требует много сил, много усилий. Никто не должен сомневаться в том, что аэропорт у нас начнет функционировать. У меня по этому поводу нет ни секунды сомнения. Я в этом не сомневаюсь вообще. При каких факторах это может произойти? Обязательные условия для того, чтобы аэропорт функционировал, это увеличение турпотока, это стабильность, прежде всего, внутриполитическая. В нестабильную страну никто не будет вкладывать деньги, и никто не полетит туда отдыхать. Я хотел бы привести вам такой пример. Это адресованы мои слова скептикам. Сухумский аэропорт был одним из лучших аэропортов в Советском Союзе. Он же работал. Мы же ничего нового не создаем. Мы воссоздаем то, что было. Если сегодня в Российской Федерации находятся инвесторы, которые вкладывают сотни миллионов рублей в Восточную Абхазию, фактически, я имею в виду проект Тамыш, где были болота, непроходимые леса, человек рискнул, вложил туда деньги, объект за 6,5 месяцев начал функционировать, он сегодня заполнен на 100%. Если такие инвесторы нашлись, я не сомневаюсь в том, что то же самое будет сделано в аэропорту. Тем более, с точки зрения игроков крупных, инвесторов, это и не такая большая сумма. 4,5 миллиарда рублей. Половина, значит, берет на себя инвестор, половина это государственные расходы. У нас таких денег нет. Эту половину мы будем просить у Российской Федерации. Кто будет аэропортом управлять? На какое время аэропорт будет находиться у управляющей компании? Это вопросы, которые мы должны будем проработать. Для того, чтобы инвестор пришел в такие инфраструктурные проекты, в такие сложные проекты, необходимо ему создать дополнительные условия по защите его инвестиций. О чем идет речь? В Российской Федерации работает несколько федеральных программ, при реализации которых федеральный бюджет субсидирует процентную ставку. Например, программа «Сельское хозяйство», например, программа «Туризм». Если кто-то в Российской Федерации восстанавливает аэропорт, он подпадает под программу «Туризм», и если он пользуется заемными средствами, почти половина заемных средств, процентная ставка по заемным средствам погашается из федерального бюджета.
Это очень существенные деньги. Мы сейчас над этим работаем. Это было пожелание инвестора, не просто вообще группы инвесторов. И я думаю, что на уровне межправ решения такой подход будет достигнут. То есть тот, кто будет привлекать деньги, у него есть как бы обеспечение в России, он берет кредит, и Российская Федерация нам поможет в погашении части кредитов. Когда заемные средства это несколько миллиардов рублей, когда процентная ставка 6-7% годовых, тут получается существенная сумма. Вот сейчас у нас была проблема, связанная с тем, чтобы изыскать 120 миллионов рублей на проектные работы. Вчера я звонил инвестору. Вообще-то государственная часть расходов должна была быть, мы пока не смогли. Вот вчера я впервые поставил этот вопрос перед инвестором, уже ребром, и он обещал мне в ближайшее время изыскать эти средства и приступить к проектным работам. Вот на такой стадии у нас все находится. Идет работа по юридической очистке имущества, там какое-то имущество сдано в аренду, какое-то, как это обычно у нас бывает, идет работа по созданию авиационных властей, идет работа по внесению изменений в законодательство, которое регулирует деятельность перевозчика, да, по воздушным линиям. Вот такая работа идет. 1 января 2024 года – это самый крайний срок, в соответствии с которым аэропорт начнет функционировать. Не менее важная тема – вопрос газификации. В чем заключается необходимость реализации данного проекта? В какие сроки возможно газифицировать страну? Необходимость проекта обусловлена разными факторами. Газ – это энергия, источники энергии нам нужны. У нас сегодня вся экономика работает на электрической энергии. С учетом прогнозируемого роста экономики, мощностей электрических у нас сейчас не хватает. Поэтому мы уже должны думать об дополнительных энергетических мощностях. Газификация нашей страны как раз-таки является дополнительным увеличением энергетических мощностей. В связи с этим этот вопрос был поднят на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Он дал соответствующее поручение. Недавно на межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, которая прошла 17 июня 2021 года, это ровно 20 дней тому назад, принято решение о финансировании разработки генеральной схемы газификации Республики Абхазия. С объемом финансирования генеральная схема стоит 70 миллионов рублей, в том числе в 2021 году 21 миллион, в 2022 году 49 миллионов рублей. Деньги под это дело изыщены, работа в ближайшее время начнется, с проектным институтом будет подписано соглашение в ближайшие 2 недели, и они в соответствии с графиком начнут работать. Документы на руках у нас будут в конце 2022 года. Сама газификация, сложно пока говорить, как только будет проект готов, мы получим сроки реализации этой программы в целом. Но все это будет в оптимальном режиме. Как говорится, лед тронулся, деньги нашли, проектная организация «Газпромовская» есть, желание людей есть, поручение президента Владимира Владимировича Путина есть, оказывать всемирную поддержку мы готовы, не вижу условий, препятствующих для реализации этого проекта. Говоря об инвестициях в республику, кроме проектов ТМШ, планируется ли реализовать в ближайшее время какие-то другие крупные проекты? Есть ли какие-то вот на сегодняшний день на повестке дня? Я же только что говорил о таких проектах, как аэропорт, проект газификация. Это существенные объемы инвестиций, это миллиарды рублей. Помимо этого идут переговоры, они находятся на завершающей стадии о строительстве в Пицунде крупного санаторно-курортного объекта. Объем инвестиций
около 10 миллиардов рублей. Я думаю, что контракты будут подписаны до конца года. Потребуется 2022 год для выпуска проектно-сметной документации. И на площадку в конце будущего года уже строители могут выйти. Это в новейшей истории беспрецедентный проект по своим объемам. Инвесторы просят абхазскую сторону тщательно посмотреть наше законодательство для того, чтобы в нашем законодательстве были предусмотрены существенные преференции. Тот же проект Пицунский, он будет реализован. В рамках реализации этого Пицунского проекта мы получим на территории Абхазии около 2000 рабочих мест с очень высокой заработной платой. В последующем, по прошествии нескольких лет, в соответствии с нашим законодательством, помимо подоходного налога, помимо того, что у нас люди будут получать заработную плату, помимо того, что такой объект будет привлекать огромное количество туристов, и это даст положительный мультипликативный эффект, помимо всего этого будут платежи, связанные с налогом на прибыль, платежи, связанные с налогом на имущество. Это существеннейшие вливания, существенное пополнение нашего бюджета. На стадии подписания контракта инвестпроект, связанный с реализацией сельскохозяйственных программ. Примерный объем инвестиций 1 миллиард рублей на выращивание цитрусовых по современным технологиям. Технологии капельного орошения, защиты, градозащиты. Этот проект будет реализован в течение 2 лет, 22-23. На урожайность, понятное дело, они выйдут чуть позже. Реализуется в Гальском районе проект, связанный с выращиванием голубики. Объем инвестиций около 200 миллионов рублей. В Ачимчирском районе будет реализован второй этап туристического комплекса Тамыш. Это еще на 650 мест. Общая, значит, емкость мест получается 1250-1300 мест. Есть предложение очень серьезных инвесторов, специализирующихся на выращивании ценных пород рыбы. Это владельцы Адлерского форелевого хозяйства. Они хотят вложить около 750 миллионов рублей в наше форелевое, Атхарское форелевое хозяйство. Хотел бы проинформировать нашу общественность. Там ходят определенные разговоры вокруг этого. Наше форелевое хозяйство было инвестировано государством с 2012 года по 2019 около 90 миллионов рублей. Финансовые показатели по сравнению с расходами, которые понесло государство, ничтожны, примерно 1 миллион рублей. И работает там меньше 20 человек. В соответствии с программой и планом инвестора работает там меньше 20 человек, и по отчетности, которую они показывают, выращивают до 10 тонн рыбы в год. Это при том, что государство 90 миллионов рублей туда вложило. Это при том, что 90 миллионов рублей государство могло вложить в медицину, в образование и в другие проекты. Вот 90 миллионов рублей мы туда вложили и получаем 1 миллион рублей в год. То есть мы эти деньги будем отбивать 90 миллионов. Такая экономика меня не устроит, такая экономика не устраивает жителей Абхазии. Вот инвестор вкладывает туда 700 миллионов рублей, рабочих мест там будет 130, объем производства увеличится в 15 раз, налоговое поступление увеличится в 25-30 раз. Есть вот такие инвесторы, и мы в обязательном порядке вместе с ними этот проект реализуем. Это часть инвестиционных проектов, которые готовы к подписанию до конца действующего года. Дальше будет больше, но дальше, сейчас, на этом этапе говорить я пока не хотел бы. У нас в настоящее время обозначился очень серьезный интерес к Абхазии. Я просто хочу сказать, дорогие мои друзья, мои сограждане, мои братья, вот в Восточной Абхазии российский инвестор вложил несколько сот миллионов рублей. Там сегодня 200 рабочих мест.
Когда будет введена вторая очередь, будет 300 рабочих мест. Из них 260 человек работает граждан Абхазии. Сегодня там работает 170 граждан Абхазии. Минимальная заработная плата 29 800 рублей. Разве не это есть развитие? Разве такому подходу есть альтернатива? Разве российский инвестор, который вкладывает в экономику Абхазии, платит налогов меньше, чем любой другой? Я выше говорил, в том числе приводил пример благотворительности. Когда владельцы, Гагарской дачи 468 миллионов рублей потратили на строительство школы. Они намерены восстановить нашу, напротив Брыхаловки, причал. Это примерно 60 миллионов рублей. Они же намерены вложить 250 миллионов рублей в строительство спортивного комплекса в Гагре. Там работы начались по очистке территории. По проекту около 7 миллионов рублей уже вложили. Если у нас есть возможность привлечь таких инвесторов, разве мы не обязаны пойти им навстречу? Я думаю, что мы обязаны. И когда некоторые товарищи прикрываются тем, что вот лучше бы, чтобы это мы сами смогли сделать, мы сделали то, что мы могли. Кое-что сделано. Вот заработаем денег, наберемся сил, еще больше будем вкладывать. Но без внешних инвестиций на этом этапе нам выстроить мощную экономику не удастся. И этих инвестиций бояться не нужно, это неправильно. Их надо привлекать, и их надо защищать. В этом есть развитие нашего государства и наполнение экономического его суверенитета. Нет, некоторые не согласны. Вот на примере, того же форелевого хозяйства пытаются мягко саботировать. Из этого ничего не получится. Саботаж будет пресечен, дело будет доведено до конца. Советую тем, кто саботирует, вовремя с этой темы отойти, пока не поздно. В продолжение как раз этой темы не могу не задать такой вопрос. Если верить анонимным пользователям абхазского сегмента социальных сетей, то может сложиться впечатление, что вы, в принципе, ничем не занимаетесь, кроме как так называемых праздных прогулок по Тымышу. А если серьезно, то что принесет республике такой вот масштабный проект, как Тымыш-Вилледж? Я частично на этот вопрос ответил. Экономический аспект этого проекта, он озвучен. Сегодня уже работает такое-то количество наших граждан, они получают заработную плату, платят подоходный налог. Была существенная сумма заплачена по ввозному НДС. Опять-таки, часто мы говорим об мультипликативном эффекте. И самое главное, мы на этом примере показали, что можем взаимодействовать с инвесторами. Лучше всего, я рекомендую, кому это интересно, в том числе лицам, которые пишут в Фейсбуке, чтобы они поехали и пообщались с теми, кто там работает, с гражданами Абхазии, узнали их точку зрения, что они по этому поводу думают, что думают по этому поводу жители Очимчирского района в целом. И тогда картина будет понятна. Те, кто говорит о том, что я туда езжу и ничем другим не занимаюсь, я хочу им сказать, что я туда ездил и буду ездить. Я туда приезжал каждую неделю, когда шло строительство, потому что я был заинтересован в том, чтобы объект был введен в эксплуатацию в сжатые сроки, потому что напрямую это связано с экономическим благополучием сотен наших семей. И я готов ради этого ездить, трудиться и работать. Кто-то считает, сколько раз я езжу в Тымыш, кто-то считает, сколько раз я выезжаю в Сочи. Хочу этих людей обрадовать тем, что я намерен ездить в Сочи, в Москву, потому как не будет таких проектов, как Тымыш, если глава государства не будет ездить в Сочи, в Москву, не договариваться с инвесторами, привлекать инвестиции и создавать комфортные условия для их работы. Это вещи взаимосвязаны. Считаю очень важным направлением в своей работе
работу, связанную с привлечением инвесторов. Я эту работу буду опекать. Все инвестиционные проекты лично буду патронировать. Патронировать это не означает быть участником этого мероприятия, быть дольщиком, как это кто-то понимает. Патронировать – это создавать условия, чтобы эти проекты очень быстро реализовывались и приносили пользу нашей стране. У нас в Очимчирском районе самая тяжелая ситуация в этом году по сбору налогов. Не было путины, плохая была путина, не было рыбы, и бюджет района провалился. И заработная плата в феврале, в марте была выплачена в том числе благодаря тем поступлениям, которые заплатила эта компания, еще строя объект, еще не введя его в эксплуатацию. Я уже не говорю о том, что такие объекты имеют и политическое значение. Они укрепляют отношения между людьми. Не дружат государства, не дружат компании, дружат люди конкретные. Они создают нити дружбы, которые превращаются в железобетонные скрепы для наших народов. Это очень важно. Прекрасно владеют русским языком дети, наше поколение. Да потому что пионерские лагеря были везде, потому что был культурный, спортивный и любой обмен, потому что были совместные браки, смешанные браки. К этой практике надо вернуться. Конечно, при сохранении своей идентичности, своей культуры. А наша культура многим нравится. Кто сказал, что чья-то культура может на нас влиять, а наша культура не имеет обратного влияния? Я могу привести десятки примеров, когда прекрасно абхазской речью владеют не этнические абхазы, а уроженцы России, представители славянских народов. У нас в Тамыше проживает несколько семей по фамилии Хлебниковы. Они русские, но они абхазы не меньше, чем кто-либо другой. Как можно быть против этого? Разве это не направлено на созидание и развитие нашего государства? Аслан Георгиевич, хотела бы отметить, что вот в некоторых заявлениях и резолюциях усматривается некая такая нотка угроз в сторону правительства. Дескать, если вы их не услышите, то они соберутся и выйдут на улицы. Видимо, речь идет о митингах. Как вы реагируете и как вы можете прокомментировать вот данные такие вот заявления? Вы знаете, в соответствии с нашим законодательством, граждане имеют право собраться на санкционированные митинги, высказать свое отношение к текущим вопросам внутренней и внешней политики. Это фундаментальное, незыблемое право наших граждан. И, конечно, если они будут пользоваться, сочтут нужным воспользоваться этим правом, то такая возможность им будет предоставлена, вне всякого сомнения. Если за этим стоит чья-то попытка создать условия, при которых здесь начнутся массовые беспорядки, к этому я отношусь резко отрицательно. Государство примет все необходимые меры для того, чтобы пресечь попытки, связанные с созданием массовых беспорядков. Почему я об этом говорю так твердо и уверенно? Потому что наши граждане устали от этого. Наши граждане требуют от власти условий для развития. Дестабилизация никому не выгодна. Я не думаю, что она выгодна политическим партиям и движениям. Я в это не верю. Поэтому попытка создания проблем, попытка создания условий, попытка организации массовых беспорядков будет пресечена. Будет пресечена компетентными органами. Жестко будет все это пресечено. Поэтому это два разных вопроса. Конституционные права. Государство выступает за защиту этих прав, за обеспечение этих прав. И государство будет выступать против того, чтобы в стране кто-то себе позволил в нарушение существующих норм организовать массовый беспорядок. Наша беседа подошла к концу. Я вас благодарю за обстоятельный разговор. Сегодня мы попытались затронуть все самые важные аспекты нашей жизни. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Хотел бы вас поблагодарить за это интервью. Пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим гражданам с просьбой. Дорогие, уважаемые граждане, прошу вас, насколько это возможно, соблюдать все рекомендации врачей, связанные с противодействием коронавирусной инфекции.
Какие бы ограничительные меры не вводило государство, во многом ваша судьба зависит от того, готовы вы на себя наложить определенные ограничения или нет. Это же не так сложно ходить в масках, не так сложно не бывать в местах массового скопления людей. Эта болезнь коснулась не только нас. Рост происходит во всех странах. Мы не являемся исключением. Поэтому это важная проблема. Состояние здоровья нашего этноса, нашей нации, нашего народа. Поэтому просил бы вас по возможности соблюдать ограничительные меры. Все остальные вопросы, которые мы с вами обсуждали, потихонечку они будут решены. Все у нас будет хорошо. Нам нужно спокойствие, нам нужна стабильная обстановка внутри, грамотное отношение друг к другу, уважительное отношение друг к другу и грамотное решение проблем, стоящих перед нами. Мы на это дело сориентированы и приложим максимум усилий, чтобы решить стоящие перед нами задачи.